Здравствуйте! В прямом эфире информационная служба новостей национальной телерадиокомпании «Ингушетия», в студии Ахмед Хашигульгов. Коротко о главных темах выпуска. Права человека. В Ингушетии пройдет международная научно-практическая конференция. Юбилейная дата – 70 лет со дня освобождения Северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. Итоги молодежного форума «Машук-2013». Обладателями грантов стали авторы лучших проектов. В преддверии предстоящей международной научно-практической конференции в республику приехали ее участники. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин и его коллеги из многих регионов России. Гостей в аэропорту встречали председатель Народного собрания Республики Магомед Татриев и уполномоченный по правам человека в Ингушетии Джамбулат Аздоев. Подробности в материале Дали Плиевой. 10-11 октября в Ингушетии состоится научно-практическая конференция по теме «Институт омбудсмена в системе взаимодействия государства и гражданского общества». Ее участники уже прибыли в республику. Во главе делегации уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин, сотрудники его аппарата и уполномоченные из регионов. Гостей встречал председатель Народного собрания Магомед Татриев и уполномоченный по правам человека в Ингушетии Джамбулат Аздоев. Лукин отметил положительную динамику развития правозащитной системы в республике. И проведение международной конференции в столице Ингушетии он считает неудивительным. Ингуши все-таки при всех сложностях и трудностях постепенно становятся на ноги. Вот видите, какой хороший аэропорт у вас. Я даже не знал, что у вас такой аэропорт существует. Строятся, думают больше о будущем, а не о часто трагическом прошлом, когда земля полыхала от конфликтов всяких. Вот, и поэтому надо пошире смотреть на мир, общаться с людьми. И если мы, ваши друзья и соотечественники, можем чем-то помочь и провести хорошую конференцию здесь, это хорошо. В создании комиссии по адаптации мирной жизни бывших участников незаконных вооруженных формирований Лукин считает эффективным методом борьбы с терроризмом на территории республики. Я думаю, что этот опыт очень интересный, очень важный, очень полезный. Я всячески этому опыту симпатизирую. Ну, конечно, самый лучший способ расстаться с терроризмом, с экстремизмом – это не военный способ, это сохранить жизнь, здоровье и судьбы людей. Поэтому этот опыт, даже если он иногда и дает сбои какие-то, но даже в тех случаях, когда он удается, это замечательный опыт, которому надо учиться всем, не гордясь, так сказать, не, так сказать, будучи самонадеянными, а учиться. Я, например, учиться этому делу готов, и вот технологии этого процесса буду рад очень узнать о ней больше. После беседы с прессой гости отправились осматривать достопримечательности Ингушетии. В мемориальном комплексе памяти и славы в Назрани Владимира Лукина и других делегатов гид познакомила с основными культурными объектами, памятными плитами, на которых высечены имена героев войн, монументом, посвященной дикой дивизии, памятником последнему защитнику Брестской крепости и музеем жертвам политических репрессий. Гости остались довольны экскурсией. Для омбудсмена России, который несколько лет назад побывал в республике, едва успела ознакомиться с достопримечательностями, Ингушетия представилась в новом свете. Богатая история и достойные потомки, которые берегут ее. Память нельзя забывать, считает Лукин. Я думаю, что это очень полезный музей для воспитания людей, для воспитания их на примерах прошлого. Я всегда считал и считаю, что никогда не надо скрывать ничего в истории. Потому что скрывать или отдавать только кусочки, это значит людей обманывать, а люди обман быстро воспринимают. Надо говорить правду, какая бы горькая она ни была. Ирина Орлова уполномочена в Камчатском крае в республике впервые. И после небольшой экскурсии она узнала много нового и интересного об Ингушетии. Каждый народ имеет свои корни, свою историю, разную совершенно историю, в которой было много хорошего и зачастую много плохого. И очень важно, что здесь эту историю помнят, что здесь ее ценят, что здесь знают по имени и отчеству каждого своего героя.
Это очень важно для народа. Народ, который сохраняет свои корни, он, конечно, будет жив очень долго, а он будет помнить свои традиции. И такой народ умеет защищаться, защищать свои права. Защищать слабых – это самое главное. В следующем году международная конференция пройдет на Камчатке, и поэтому для Орлова это еще и пример ее организации. Что ровно через год, в августе следующего года в Камчатском крае фонд Аденауэра будет проводить подобную конференцию по правам человека. Возможно, мы будем рассматривать вопросы коренных малочисленных народов, и, возможно, некие другие возникшие к тому времени вопросы. Но меня интересуют еще и вопросы организационные, поэтому я очень внимательно ко всему присматриваюсь, буду набираться опыта. После экскурсии делегация отправилась в гостиницу. Далее Плиева, Рамзан Межоев, Новости 24. Сегодня в здании правительства под председательством Абубакара Мальсагова прошло совещание по вопросу реализации и исполнения майских указов президента России. Председатель правительства отметил, что ответственность министров за выполнение указов должна быть персональной. Тему продолжит Бекхан Хашигульгов. На рассмотрение было внесено 3 вопроса, один из которых касался исполнения майских указов президента Российской Федерации Владимира Путина. О проделанной работе в системе здравоохранения выступил министр ведомства Беслан Матиев по итогам работы за 9 месяцев 2013 года. Республиканская целевая программа предупреждения и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2013-2018 годы, в рамках которой финансируется подпрограмма артериальная гипертония, ВИЧ-инфекция. Далее, поднимая второй вопрос об организации производства промышленной продукции в республике, с докладом выступил председатель Комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики Ингушетии Микаил Илезов. Благодаря строительству данных заводов республика уже не нуждается в импорте песка, щебня, ПГС, дополнительной муки и в состоянии покрыть необходимость данной продукции. На заводах установлено современное и качественное оборудование. Подготавливаются инженерно-технические и рабочие кадры. Подводя итоги совещания, председатель правительства Абубакар Мальсагов сделал ряд замечаний по исполнению указов главы государства и обозначил сроки их исполнения. Бекхан Хашигульгов, Юнус Чичаев, Новости 24. 9 октября исполняется 70 лет со дня освобождения Северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. Малгобекская оборонительная операция является одним из важнейших событий Великой Отечественной войны. Историки называют Малгобек вторым Сталинградом. Светлана Томова продолжит тему. Гитлеровские войска планировали взять Грозный 17 сентября 1942 года с тем, чтобы прорваться к бакинским месторождениям нефти и выйти к нефтяным районам Ирана и Ирака. Но на пути этих грандиозных планов встал небольшой город Малгобек. Башир Чербижев – основатель местного музея. Он собирал всю историю о попытке захвата немцами Малгобека. В Малгобеке есть такая диорама небольшая, как «Катюши». Вот где-то недалеко от Вознесенки дали залп по этим танкам. И они сгорели, эти танки. И таким образом и наши танкисты ТТ-34 тоже там им огня дали. Не смогли, но тем не менее они тогда бросают долину по хребту, захватывают Малгобек. В течение сентября-октября 1942 года Малгобек 14 раз переходил из рук в руки. Гитлеровцы бросили на прорыв обороны Красной армии элитные войсковые части, в том числе танковую дивизию СС «Викинг», сняв ее с новороссийского направления. В декабре стало ясно, что немецко-фашистские войска выдохлись и прекратили наступательные операции, перейдя к обороне. В Малгобекском районе нацисты получили мощный отпор. Алаудина Шадиева в 1940 году призвали в армию. Он защищал юг России. Северный Кавказ ему нужен был поскольку у него войска были мотомеханизированные, ему надо было горючее. И Северный Кавказ, значит, владел нефтью. Цена победы была немалой. Свыше 120 тысяч советских солдат и офицеров погибло на этой земле. Вместе с регулярными частями Красной армии сражались более 2000 добровольцев из числа местных жителей. Настоящей легендой стал отдельно кавалерийский дивизион, состоящий из жителей региона. Он отличился особым мужеством. Вообще битва за Малгобек – это была битва, которая в планах гитлеровской Германии имела особое значение. Почему? Потому что от того, что
нефтеносные районы Малгобека, Грозного, Баку и вообще Ближнего Востока имели очень большое стратегическое значение для немцев. Почему? Потому что техники у немцев было очень много. А, естественно, без горюче-смазочных материалов, которые были столь необходимы для ведения дальнейшего действия войны, немцам было необходимо. Победа была бы более тяжелой, если бы не самоотверженный труд колхозников Псидахского и Ачелукского районов. Они сооружали противотанковые рвы, рыли траншеи под непрерывным огнем артиллерии и авиации противника. За мужество, стойкость и массовый героизм 8 октября 2007 года городу Малгобеку было присвоено почетное звание «Город воинской славы». Светлана Томова, Ахмед Чербижев. Новости 24. И в продолжении темы. Музей боевой и трудовой славы открылся сегодня в школе номер 6 города Малгобека. Здесь на всеобщее обозрение выставлены экспонаты времен Великой Отечественной войны, а также предметы истории Ингушетии. На открытии побывала Мадина Пугоева. В стенах этой школы до сих пор жива память о событиях 1942 года. Во времена Великой Отечественной войны в этом здании развернули военный госпиталь. Однако те, кто здесь находился, были вынуждены покинуть его, поскольку немецкие войска начали наступление. А те, кто остался, это тяжело раненые солдаты и некоторые жители Малгобека, были расстреляны немецкими солдатами. Вахраддину Сентруеву было всего лишь 4 года, когда за окном прогремели первые взрывы. О ходе войны почти ничего не знает. Помнит только, как вместе с родителями сидели в окопах, скрываясь от пуль фашистских захватчиков. О том, как прошли послевоенные годы, рассказывает со слезами на глазах и обращается к молодежи со словами. Подрастающее поколение должен знать, как защищали нашу родину, наш Малгобек. Поэтому музей – хорошее дело. Это нужно и для подрастающего поколения, и для нас. Мы видим прошлое наше. Школа скоро отметит юбилей, ей уже почти 80. Ее военное прошлое стало причиной открытия при школе музея боевой и трудовой славы. Экспонаты времен Великой Отечественной, макеты боевого судна и товарного поезда, пережившего депортацию ингушского народа, а также предметы истории Ингушетии. Все это теперь будет храниться здесь, в школе номер 6 города Малгобек. Местное отделение партии «Единая Россия» совместно с администрацией города приложили немало усилий, чтобы сохранить частичку истории в этом небольшом зале. Сбор материалов у нас произошел за неделю. И за 2 дня общими усилиями мы все эти экспонаты, все это установили. В дальнейшем мы собираемся пополнять музей, на этом мы не собираемся останавливаться, так как это уже наша история. После традиционного перерезания ленточки присутствующие на мгновение вернулись в прошлое. Военные песни в исполнении учащихся школы тронули сердца каждого из них. И слова уже стали неразборчивы очень, но до боли понятен смысл тех песен простой. Треугольник. Открытие этого музея решили приурочить к 80-летию Малгобека. В связи с этим в городе воинской славы в эти дни будут проходить торжественные мероприятия. Мадина Пугоева, Лезда Схоев, Новости 24. Крупнейшая в России агровыставка «Золотая осень-2013» открылась в Москве. В ней принимают участие более 2500 предприятий и организаций из 25 стран мира. Россию представляет более 50 регионов, в том числе и Республика Ингушетия. Моя коллега Зарина Матеева передает по телефону из Всероссийского выставочного центра. Принимал участие в открытии выставки председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович, министр сельского хозяйства Николай Федоров. Также в открытии фестиваля принял участие и глава Республики Ингушетия Юнусбек Ескуров. Вообще Ингушетия приехала с огромным стендом. Тут же на месте можно приобрести качественные натуральные продукты, мед, мясные продукты, фрукты, овощи. Вообще агропромышленная выставка «Золотая осень» всегда была и остается главным событием для российских регионов, настоящим праздником урожая. А сейчас можно сказать, что этот праздник в самом разгаре. К нашему стенду подходил Дмитрий Анатольевич Медведев, которому очень понравился наш стенд. Тут был министр сельского хозяйства Российской Федерации Николай Федоров. В общем, и непосредственно глава Ингушетии тоже остался доволен нашим стендом. В заключении можно сказать, что фестиваль проходит на очень высоком уровне.
абсолютно все регионы подготовились основательно к этому фестивалю. В средней школе номер 11 города Назрань прошел открытый урок на тему «Преступление и подросток». Целью мероприятия является профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, а также воспитание правового сознания у учащихся. Магомед Асканов принял участие в обсуждении темы. Незнание закона не освобождает от ответственности. Чтобы узнать это и многое другое, ученики старших классов подготовились к необычному школьному уроку. Здесь говорили о преступлении и неотвратимости наказания. В беседе со старшеклассниками принимают участие и инспекторы по делам несовершеннолетних. По словам сотрудников полиции, не каждый из подростков осознает чреватость совершаемых им противоправных деяний. По данным статистики, ежегодно несовершеннолетним в России совершается более 145 тысяч преступлений. За текущий год в Ингушетии 8 несовершеннолетних, из которых 5 по краже и 3, находящиеся в социально опасном положении, состоят на профилактическом учете. Во многих зарегистрированных случаях родители несовершеннолетних не знают, что совершил их ребенок, за что они привлекаются за неисполнение своих родительских обязанностей. Буквально вот на своей практике могу сказать, на прошлой неделе был случай, несовершеннолетняя жительница города Назрань ушла из дома, взяв с собой крупную денежную сумму, и в результате чего скрылась. С такими и другими случаями мы довольно часто сталкиваемся. По мере своей возможности проводим с ними профилактические беседы, встречаемся с их родителями. Что такое Конституция, за какие преступления осуждаются подростки – это не все темы, которые затрагиваются в ходе открытого урока. Я думаю, что эти уроки должны проходить, чтобы их было побольше. Мы от этого урока берем что-то для себя на будущее. По существующим видам ответственности, а это административная, гражданско-правовая, уголовная и дисциплинарная, школьникам объясняют, за какие нарушения может наступить ответственность за содеянное. Например, порвал учебник, гражданско-правовая, совершил прогул в школе, дисциплинарная ответственность. При этом преподаватели вместе с инспекторами ПДН разъясняют, как вести себя несовершеннолетним при общении с сотрудниками полиции. Такие мероприятия привлекают внимание и родителей, считают учителя. Мы провели обширное мероприятие, чтобы до каждого довести на реальных примерах, на видеоматериале, чтобы показать им, к чему вот это все приводит, да, конечная станция, чтобы они увидели, поняли, осознали, и чтобы даже со стороны не наблюдали за этим процессом. К подросткам, впервые совершившим преступления, применяются меры воспитательного воздействия, предупреждение, передача под надзор, ограничение досуга и установление требований к поведению, возложение обязанностей на родителей по возмещению причиненного вреда. Соблюдать законы нашей страны и быть патриотом должен каждый гражданин России. Магомед Асканов, Юнус Тичоев, Новости 24. В Магасе, Назране и Назрановском районе в последние дни были сбои в подаче газа. В рамках подготовки к отопительному сезону на газораспределительной станции проводились профилактические работы. 7 и 8 октября вот на этой газораспределительной станции, которую мы видим, проводились ремонтно-профилактические работы Моздовским линейно-производственным управлением магистральных газопроводов. Работы начинались в 8 утра и завершались в 20 часов. Данное мероприятие было намечено в программе в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, чтобы обеспечить нормальное, стабильное газоснабжение населенных пунктов. В Институте повышения квалификации работников образования Республики Ингушетия в рамках международного проекта развития интерактивного образования в Северокавказском федеральном округе состоялся семинар-тренинг на тему использования интерактивных методов в образовательной деятельности, опыт, проблемы, перспективы. Подробности в сюжете Айси Ведзижевой. На базе кафедры переподготовки и повышения квалификации работников образования Северокавказского федерального университета с 2013 года будет реализовываться международный проект развития интерактивного образования в Северокавказском федеральном округе. Эта работа будет проводиться совместно с Международной ассоциацией «Диалог» и Центральноевропейским университетом. Проект предполагает создание международной учебно-научной лаборатории. В ней смогут принимать участие институты повышения квалификации работников образования всех субъектов Северокавказского федерального округа на основе договора о сотрудничестве. Главной целью данной методики является поддержка образования в средних школах. Об отличительных особенностях интерактивного обучения рассказала профессор Международной ассоциации «Диалог».
традиционный, скажем, метод обучения, фронтальный. Учитель стоит перед учениками, рассказывает, и ученики общаются напрямую с учителем. В нашем случае мы хотим отойти от этой методики, и ученики, общаясь между собой, и ведомые учителем только он направляет их, но они решают поставленные вопросы самостоятельные и набираются уже опыта при решении задач в интерактивном общении друг с другом. В Институте повышения квалификации состоялся их первый вводный семинар. На встрече обсуждались перспективы деятельности лаборатории в 2013-2014 годах, а также возможные направления развития интерактивного образования в Ингушетии. Семинар начался с презентации специальных учебных пособий, разработанных для классных руководителей. Это пособие должно помочь детям получать знания не только во время предметов, но и в общении со своим классным руководителем. После ознакомления учителей с новой методикой обучения гости провели с ними мастер-классы. Мастер-классы, которые проходят сегодня у нас на семинаре, тема этих мастер-классов – это использование интерактивных методов в воспитательном процессе. Это очень важно. И надеюсь, что этот проект имеет свое продолжение. Руководители проекта считают, что он поможет учителям средних школ северокавказских регионов организовывать сбалансированный воспитательный процесс, учитывающий как региональные и культурные особенности, так и потребности развития многонационального российского государства. Ася Ведзыжева, Рамзан Миржоев. Новости 24. В Сунжинском районе сегодня выявляли тех, кто не платит за электроэнергию. Только за последние 5 месяцев энергетики составили около 2000 актов в отношении недобросовестных потребителей. В рейде побывал наш корреспондент Хадия Дельбиева. Для выявления злостных неплательщиков, которые не используют электросчетчики, специалисты районных электросетей регулярно выезжают в рейды. На этот раз приехали в Сунжинский район, который энергетики считают одним из самых проблемных. Сегодня на территории Сунжинского района проводятся рейдовые мероприятия по выявлению фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии. Вопрос поднялся на самом высоком уровне. Организатором рейда по выявлению хищения электроэнергии выступил ингушский филиал межрегиональной распределительной компании Северного Кавказа. В сельском поселении Галашки провели совместную проверку с сотрудниками правоохранительных органов. Хасан Гулиев – один из неплательщиков. У него во дворе находится пилорама, которая потребляет электричество безо всякого учета. Гулиев признает свою вину. В отношении недобросовестного абонента составили акт безучетного потребления электричества. По подсчетам энергетиков, он незаконно использовал электроэнергию на 47 тысяч рублей. Эту сумму придется возместить в течение 2 месяцев. Вот этот потребитель оплатит акт. После оплаты акта ему установят прибор учета электроэнергии, заключит договор, и после этого он будет оплачивать электроэнергию по договору и по прибору учета. В ходе того же рейда выявили еще 2 неплательщиков, но их застать на месте не удалось. Энергетики рассказывают, что иногда их встречают агрессивно. За украденные киловатты борются в буквальном смысле слова. Сотрудники напоминают, что кража электричества преследуется по закону и влечет за собой административную ответственность. Хадия Дельбиева, Муса Хамхоев, Новости 24. Жители нескольких домов в Назрани испытывают неудобства из-за слишком близкого соседства с мусорными баками. Раньше они стояли дальше, однако затем контейнеры перенесли под окна жилого дома. Индира Манкиева разбиралась в ситуации. Жители домов на проспекте Базоркина жалуются на слишком близкое соседство с мусорными баками. Контейнеры стоят прямо у них под окнами. В результате во дворе и дома невыносимый запах. К тому же здесь развелись грызуны, собираются бродячие кошки и собаки. Жители требуют, чтобы мусор убрали в ближайшее время. Отходы могут содержать тяжелые металлы, ядовитые вещества и химические соединения. Антисанитария также может привести ко вспышке инфекционных заболеваний. Нам мешают мусорные баки под окнами. Полнейшая антисанитария. Они стоят на проезжей части. Тут кошки, собаки, чего тут только нет. Сейчас везде, и обо всем все говорят, чистота, порядок. Надо порядок привести, мусор убирать, все везде, все говорят. Вот, пожалуйста, посмотрите, что у нас творится. Вот проезжая часть, вот дом. Прямо на проезжей части поставили мусорные баки. По словам представителей ЖКХ, мусорные баки поставили здесь временно, и в будущем их обещают перенести подальше от домов. В ближайшие дни будет расклеено объявление
для жильцов дома номер 50, 48 и 38, для того, чтобы провести собрание с участием администрации Центрального округа, представителей Центрального округа. Проведем собрание с жильцами, и там, где им приемлемо, там, где им это интересно, будем уже заниматься устройством мусоросборника на постоянной основе. Пока же каждый день, отводя детей в школу или уходя на работу, местные жители вынуждены терпеть неприятный запах и антисанитарию. Индира Манкиева, Магомед Урусханов, Сулумбек Аздоев. Новости 24. Всего несколько дней назад стали известны имена победителей Северокавказского молодежного форума «Машук-2013». Сегодня в банкетном зале торгового дома «21 век» прошла встреча заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи России Юрия Сапрыкина с обладателями грантов форума. На встрече молодежь республики получила ответы на все интересующие их вопросы. Тему продолжит Фатима Кариева. Ингушетия – один из первых регионов, который посетил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи России Юрий Сапрыкин, так как республика входит в число лидеров по количеству грантообладателей. На Машуке-2013 от Ингушетии было представлено свыше 200 проектов, и 45 из них выиграли грант в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Экспертами Федерального агентства по делам молодежи и Фонда национальной перспективы были выбраны лучшие проекты из более чем 400 представленных работ. Ингушская молодежь достойно выступила на прошедшем форуме. Я отмечаю в целом потенциал кавказской молодежи как высокий. У ребят горят глаза, ребята хотят делать. С удовольствием на всех наших мероприятиях участвуют. И тут показатели по количеству грантов, по ним инициативам есть, я считаю, что достаточно высокие. Джамалил Тутаев выступил с проектом «Россия одним цветом». Его цель – популяризация волонтерской деятельности в Ингушетии. В этом году он выиграл грант в размере 200 тысяч рублей и скоро приступит к реализации своих планов. Новый волонтерский клуб «За спасибо» будет спонсировать открытое акционерное общество «Мегафон», один из ведущих операторов сотовой связи. Клуб будет заниматься сборами денежных средств путем проведения акций. Вырученные средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей и поддержку людей с ограниченными возможностями. Я в 2013 году тоже выиграл проект создания волонтерского отряда в нашей республике «За спасибо». И в этом году это было продолжение этого проекта – создать форум между волонтерскими отрядами 10 регионов. Форум будет называться «Россия одним цветом». Выиграл, конечно же, не столько хотел, но проект реализовать все равно можно. И меня полностью поддерживает Комитет по делам молодежи Республики Ингушетия. А также я договариваюсь со спонсорами, например, с Мегафоном. По Кавказу отвечает Кирилл Ахтишев. Ряд проектов, которым предоставлена грантовая поддержка форума «Машук-2013», нацелены на решение вопросов занятости молодежи республики. По словам организаторов форума от Ингушетии, по сравнению с прошлым годом, на этот раз были представлены инновационные проекты. Среди участников есть и те, кто участвует в форуме не первый раз. В этом году, конечно, были много очень инновационных, очень новых идей, новых предложений. И, скажем так, степень готовности в этом году была намного больше, чем в прошлом году. И вот я бы хотел отметить, что именно внимание Росмолодежи, аппарата СКФО, конечно же, она чувствуется. В ходе встречи присутствующие имели возможность задать интересующие вопросы представителю Росмолодежи касательно реализации грантового проекта. Впервые за 4 года существования форума победители на этот раз подпишут соглашение, которое обязывает их обеспечить целевое адресное использование субсидий. Напомним, главный молодежный форум года на Северном Кавказе «Машук-2013» проходил с 14 по 28 августа в Пятигорске. В течение 2 недель молодежь Кавказа билась за право помощи в реализации своих идей в 10 конкурсных номинациях по направлениям научно-технического творчества, гражданской журналистики, политической деятельности и молодежного предпринимательства. Фатима Кариева, Рахман Суров, Новости 24. И это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.